Спасибо. Я приглашаю Ольгу Левнову, тепличного научного сотрудника отдела декоративно-прикладного искусства ИАЛЕ, которая расскажет об искусстве 20-х годов. Спасибо, пригласили такое интересное мероприятие. И хочется действительно, чтобы вот эти территории возрождались, потому что просто чуть-чуть поделюсь своими впечатлениями. Там несколько, не так давно занесло меня по каким-то делам как раз на территории Ново-Татарской слободы. Поразило запустение, царящее на многих улицах, при том, что там интересные здания, вообще интересное пространство, действительно близость вот этих водных артерий. То есть такой интереснейший район, интереснейшее местоположение. Но вот хочется, чтобы все это возрождалось. Надеюсь, что молодая кровь, да, как раз даст вот такой импульс зарождению и развитию вот этих территорий. И, может быть, не так радикально, как вот там предлагают молодые архитекторы, тут же строить небоскребы, все-таки хочется исторический центр сохранить, да, а уж вокруг и там дальше, пожалуйста, стройте что-то такое радикально современное. Вот. А я свое вступление посвящаю изобразительному искусству Татарской Республики. Так, кстати, часто в те годы называли, сокращая Татарская автономная социалистическая Советская Республика, как тогда говорили. Часто говорили Татарская Республика, Татреспублика, поэтому я тоже буду использовать это выражение. И вот, на мой взгляд, русские революции 17 года, и как следствие создания Татарской Республики в 20 году, как раз изобразительному искусству татарскому дали мощнейший импульс к развитию. И здесь сыграли свою очень положительную и важную роль. Напомню, что до революции в связи с определенными ограничениями вот в той форме ислама, которую исповедовали казанские татары, татары Поволжья, очень строго в татарской среде, в татарской культуре соблюдались запреты на изображение человека, животных, и, соответственно, изобразительного искусства в современном смысле слова практически не было. Художественная культура татарская развивалась в таких ограниченных формах, скажем. Это была, в первую очередь, книжная культура, это была культура каллиграфии, искусство каллиграфии, да? Это было декоративно-прикладное искусство. Хотя, конечно, уже на рубеже 19-20 веков начались процессы приобщения татарского общества к европейскому изобразительному искусству, стали издаваться альбомы с репродукциями и картины скульптур. В начале 20 века появились и первые художники, которые работали в татарских журналах, которых стало достаточно много после революции 5 года. Хотя зачастую туда, конечно, привлекали в первую очередь русских художников, потому что татарских просто практически не было. Хотя отдельные имена существовали. Тут можно назвать Шакирджана Тагирова, который еще в 70-х годах 19 века получил свидетельство от Российской академии художественного права преподавания рисования в средних учебных или в низших даже учебных заведениях. Он всю жизнь проработал в татарской учительской школе. И хотя мы не знаем его таких оригинальных рисунков, их просто не сохранилось, но мы знаем его издание татарского иллюстрированного букваря 13 года, которое он, по-видимому, иллюстрировал сам. И, в общем-то, рассматривая этот букварь, можно представить себе уровень развития изобразительного искусства татар на этот период. То есть это, конечно, был дилетантский уровень. И вот даже по первому гербу Татарской Республики, который видите на экране, это герб 20 года, созданный Бакир Курманче, на тот момент начинающим художником, еще не прошедшим, так сказать, систему художественного образования. Вот даже и тут можете видеть, что это действительно еще уровень дилетантский, при всей привлекательности и такой теплоте этого произведения, но еще и робкая линия, еще незнание анатомии. То есть вот
кстати, хочу тоже поделиться наблюдениями. Сейчас этот герб становится очень популярным до такой степени, что даже выпускаются там какие-то торты или это еще что-то, в общем, кондитерские изделия с изображением герба вот этого. Как-то очень странно, конечно. Все-таки нашим производителям надо как-то с большим уважением, да, относиться, мне кажется, к таким вещам. Вот. Ну и, да, и вот как раз те же самые ограничения религиозные не позволяли татарским художникам учиться в художественных учебных заведениях Российской империи, где тут как бы двусторонняя такая была связь. С одной стороны, так сказать, исламские запреты, да, с другой стороны, в учебных заведениях Российской империи существовал такой предмет, как закон Божий, который должны были познавать все учащиеся, и, конечно, опять-таки для мусульман это было тоже таким большим препятствием. И даже то, что в Казани уже в 1795 году была открыта Казанская художественная школа, действующая под эгидой Академии художеств, но вплоть до вот, 20-х годов там, в общем-то, татары не учились. Хотя тот же Урманчев пытался в 13 году поступать туда, но вот этот вот барьер, законы Божий, да, религиозный барьер, он не мог переступить. Вот только отделение церкви от государства, которое произошло уже в советский период, оно как раз вот дало такой импульс к появлению татарских художников в современном понимании слова. Ну и даже в 20-е годы, в начале 20-х годов татарских художников было еще очень мало. Бакир Мачев в том же 20-м году уезжает в Москву учиться, поступает в Хутемас. И как бы изобразительное искусство в Татарстане, в Казани, конечно, все-таки Казань была центром, да, развития художественной культуры в том числе. Действуют в первую очередь русские художники, которые с становлением новой государственности, и советской, и с 20-го года вот, татарской государственности, формируют свой собственный художественный язык, который должен соответствовать вот, новой эпохе, новым устремлениям, новым, так сказать, эстетическим запросам, и содержательно, и вот с художественной точки зрения. И тут я, конечно, показываю такую работу. Чеботарев Константин, один из лидеров левого крыла казанских художников. Картина, которая была написана еще в 17-18 годах, задумана в 17 году, причем после, на самом деле, еще февральской революции, то есть до Октябрьской, да, там действительно нельзя разделять этот единый процесс, и в современной историографии даже и принято так говорить, русская революция 17 года, да, как бы объединяем. То есть вдохновлена была эта работа, вот эта работа как бы еще совсем не большевистскими идеями, да, идеями вообще свободы, эйфории, которая охватила, в общем, все слои общества после февраля. И называлась сначала работа Марсельезы, только позднее художник назвал ее «Красная армия», увидев, как такой в ней, и позиционируя эту работу уже как прообраз той Красной армии, которая появилась уже в 18 году. Но это был символ вот нового общества, нового движения вперед, борьбы с косностью старого мира. И тот же Чеботарев, который в 22 году защищает свою дипломную работу в, скажем так, казанском Хутемасе, то есть Архумас, как мы его называем, сами они называли, архитектурно-художественные мастерские, в которой была преобразована художественная школа дореволюционная, получила Архумас статус уже высшего учебного заведения художественного. И именно он стал таким оплотом развития нового искусства, оплотом развития авангардного искусства. И вот Чеботарев в качестве своей дипломной работы представил проект монументальной росписи для здания ТАЦЦИКа, Татарского центрального исполнительного комитета, Совнаркома областкома. И, надо сказать, другой выпускник этого же Архумаса, архитектор, представил в этот же год архитектурный проект этого здания, то есть такая идея синтеза искусств, идея формирования новой пространственной, архитектурной, художественной среды, она находила
такую реализацию, тогда, конечно, еще только в проектных формах, но тем не менее это было очень интересно. Ну и вот просто несколько работ из этого проекта. Это было 6 вот таких, скажем, картин, представляющих историю революционного движения. С одной стороны, то есть вот вы видели, это Сервус Раб, это Спартак, у нас в виду, Сарынь Накичко, это Емельян Пугачев, да, Марсельеза, это французская революция, то есть такие, мировая история революционного движения. Дальше большевик, крестьянин и рабочий, это уже современный революционный процесс, как бы 3 составные части революционного движения. И центральной частью вот этой большой работы должна была быть вот эта вот центральная композиция «Весь мир насилием мы разрушим», которая, к сожалению, сохранилась лишь на негативе, вот этот сказ негатива, и в качестве эскиза, который хранится в Музее изобразительных искусств. Работа была написана на куске дерева, в отличие от предыдущих работ, которые были написаны на кусках линолеума. И надо сказать, что вот эта работа была уничтожена, погибла во время, насколько я вот понимаю, Великой Отечественной войны, когда художнику было просто необходимо выживать, отапливать там помещение, и работа просто сгорела, как и многие другие его работы в его печке. Вот. А предыдущие работы на линолеуме, они сейчас хранятся в Государственной Третьяковской галерее и, более того, выставляются в постоянной экспозиции. То есть вот эти вот работы Чеботарева, казанского художника, они стали, по сути, символом нового времени, новой эпохи. Еще одно такое очень интересное явление начала 20-х годов в Казани – это деятельность графического коллектива «Всадник». Вообще графика как искусство в революционную эпоху получила тоже очень мощное развитие, ну не только в Казани, вообще в масштабах России, как говорили и современники, и, так сказать, теоретики и художники. Графика – самая мобильная из искусств, которая очень быстро отвечает на запрос времени и позволяет быстро создавать произведения. Кроме того, графика печатная позволяет тиражировать и как бы демократизм печатной графики, он помогает распространять искусство среди народа очень активно. И надо сказать, что вот у художников этого периода появляется новый интерес к национальной составляющей жизни, в отличие от дореволюционного периода, когда национальное как бы изображалось, изучалось с этнографической точки зрения. Множество можно примеров привести, да, фиксации, там, костюмов, каких-то обычаев, типов, антропологических, скажем, и так далее, то художники вот революционной эпохи, они стремились как бы осознать, понять художественный язык национальный, иной для себя, как бы, понять там орнаментальную систему, самый дух национального искусства, и стали обращаться к этому искусству уже как бы на другой основе. Ну и вот тут интересные работы графика «Всадника» над иллюстрированием произведений татарских писателей. Вообще, первый, по-моему, перевод на русский язык был Павла Радимова. В 1921 году Шуралей Казань-Баран иллюстрировал эти издания. Один из лидеров «Всадника» Плещинский, в технике как раз печатной графики, линогравюры. Небольшие примеры вам привожу. Чеботарев, который тоже был членом «Всадника» и себя активно и в графике проявил, тот такие очень интересные, ну, по сути, произведения создавал, по сути, промышленная графика, промграфика, то есть такой как графический дизайн, да, как мы точно не знаем предназначение этих вещей, но похоже, что это некая такая эмблема новой советской организации. Тут можно даже попытаться расшифровать вот эту надпись: «Культ прытком служит от нарком труда», то есть, видимо, культ просвет комитет, служащий Татарского народного комиссариата труда. Да? Ну, и
национальный характер этого учреждения государственного он реализует через вот такой тип мужчины-татарина в орнаментальном таком одеянии. Его супруга, соратница Платунова, тоже идет по пути освоения и интерпретации татарского орнамента, тоже вот один из образцов ее линогравюр. Кроме того, и Чеботарев и Платунова делали такие, ну, можно сказать, аналоги неких таких листовок, обращенных к татарскому населению, где соответствующая картинка сопровождалась еще и надписью на татарском языке арабской графикой. Ну, надо думать, что помогали им в этом как раз их друзья, художники, вернее, ученики татары. У нас что вот одним из таких первых послереволюционных художников татар, которые учились в Архумасе, были учениками того же Чеботарева и Платунова, был Фаик Тагиров, сын того самого Шакирджана Тагирова, о котором я говорила. И потом о нем буду говорить еще. Ну, вот я думаю, что как раз вот помощь таких студентов Архумаса была оказана при создании вот этих произведений. Ну и название работы – это перевод вот этих надписей. Ну и вы видите, что шла работа по как бы модернизации арабского шрифта, да, в сторону такой геометризации, в сторону конструктивистской модификации, причем вот, там, на примере того же Тагира потом посмотрим. По сути, в самом арабском шрифте, в его древнейших стилях письма, таких как Куфи, они находили как раз основу для вот этих современных экспериментов. Ну и кроме того, очень интересные опыты осуществила Платунова, которая работала с традиционными формами татарского искусства, такими как шамаиль, которые она приспосабливала к современным как бы, идеологическим и эстетическим запросам. И вот, на самом деле многие исследователи писали о том, что вот она делала такие агиты татарского жилища, как это звучало в каталогах выставок, живопись на стекле, то есть в технике традиционных татарских шамаилей. Но вот мне удалось найти в архивах Российского государственного архива литературы и искусства фотографию, где такой шамаиль как раз и воспроизведен, ну, условно шамаиль, агит для жилища, да? Ну, к сожалению, тут, вот я его отдельно вынесла сюда, да? Можно даже прочитать его. Здесь такая фраза: «Да здравствует мировая революция». Ну и, естественно, такой конструктивистский подход, абстрактная такая картинка, геометрический абстракционизм, да, тот же оквадраченный арабский шрифт. Вот. Ну, то есть одно из немногих свидетельств вот таких интересных экспериментов, модификации, модернизации древних форм татарской художественной культуры. Ну и вот в начале 20-х годов появляются отдельные художники-татары, которые реализуют себя в первую очередь в полиграфии, в искусстве книги, потому что, ну, понятно, как раз и журналы начинают активно очень развиваться, и книги издаются, потому что это было, и газеты издаются активно, это были в отсутствие, так сказать, обращаясь к молодежи, таких современных коммуникаций, средств коммуникации, там, как там, интернет, телевидение и прочее, слово играло одну из важнейших ролей, поэтому развитию полиграфии, книги, журналов придавалось огромнейшее значение. Вот одним из первых был Усман Арсланов, здесь одна из его наиболее удачных работ, это обложка книги «Наша печать» 25-го года. А вообще Арсланов, надо сказать, был, он приехал в Казань, по-моему, в 22-м или 23-м году, был на тот момент единственным художником, который работал вот в татарской полиграфии, и в частности в журнале «Чиян», он единственный его иллюстрировал, и если
свидетельством современников, когда художник заболевал, журнал просто не выходил. Там, в течение нескольких лет он был единственным. Ну, вот тот самый Фаик Тагиров, Фаик Шакирджанович Тагиров, очень молодой художник, который начал свою деятельность в 24 году как художник, будучи еще студентом Архумаса, повторюсь, что это был ученик Чеботарева и Платуновой. Уже в 24 году его работы в области книги участвовали, вернее, в 25 году участвовали на международной выставке в Париже в составе экспозиции Татарстана в павильоне полиграфии. Ну, в том числе некоторые вот из этих книг. Здесь я представляю несколько его обложек, и надо сказать, что вот в первую очередь вот внешний облик книги в этот период начинает меняться радикально. Может быть, надо было бы показать книги, обложки дореволюционные, они были достаточно скромные, как бы достаточно унифицированы, хотя, конечно, и тогда происходили определенные процессы, и иллюстраторы появлялись, но это были отдельные, как бы еще не очень развитые формы. Вот, то есть книги были достаточно шаблонные, чаще всего были просто шрифтовые. Вот в работах Арсланова, Тагирова внешний облик книги меняется. Используются новые методы оформления, в частности фотомонтаж. Тагиров его очень активно использовал. Работал он часто и в соавторстве своей супругой Александрой Коробковой, русской художницей. Еще один художник этого же направления Дмитрий Красильников, это татарин Кряшин, поэтому он активно очень работал именно в татарской книге, сознанием языка и сознанием, так сказать, культуры. Вот и Кряшинский в том числе работал, кстати, и именно вот в таком направлении Кряшинском делал плакаты. Для этой категории населения, но пока это для нас еще, кстати, такая белое пятно, и предстоит это все еще исследовать. Да, вот тот же Фаик Тагиров, конечно, не только в книге работали, развиваются другие жанры, в частности, плакат очень активно. Сейчас уже, по-моему, хрестоматийная вещь стала этот плакат, да, мы его называем вслед за художником «Шагай левой». Так, в документах поступления от Тагирова и Коробковой этот плакат числится, хотя те, кто умеет читать, прочитают здесь «Шагай правой». Да, и вот у меня есть свое предположение, почему так. Да? Там же есть мнение, что вы не ошиблись, он специально назвал «Шагай левой», а текстом «Шагай правой». Ну, вот... Это чтобы революционность всего этого движения, что противоречение, что нужно ходить не левой, кстати говоря, а нужно ходить правой. Ну да. Ну, у меня есть теперь своя как бы версия, вот почему они так сделали, да? Потому что, конечно, для вот русскоязычного населения «Шагай левый», левое движение, левый фронт искусств, левый марш Маяковского, да, то есть тут все однозначно. А вот у татар, насколько мне рассказали, есть поговорка: хорошее дело начинается с правой ноги, что ли, с правой руки. То есть для татарского населения как бы призыв «Шагать левой» воспринимался бы очень, так сказать, негативно, да, и вот мое мнение, что они намеренно для татар написали «Шагай правой», да, хотя вот само движение не задают в левую сторону, и оно, кстати, соответствует вот чтению арабских текстов справа налево, да. Но, опять-таки, для русского населения, естественно, перевод «Шагай левой», иначе для нас было бы это непонятно, да, почему вдруг. Да, все равно, да. То есть, это мое мнение, то есть, может быть, много разных версий. Сами они, к сожалению, вот ни Тагиров, ни его супруги, не оставили объяснений, поэтому не важно, пойдем дальше. Да, вот еще один из художников тех лет, Джафар Булат,
Да, тут я не совсем правильно печатаю. На баррикадах 1905 год, но работа создана в 1925 году, когда отмечали 20-летие Первой русской революции, ну, и художники очень активно откликались на, вот на это празднование. Кстати, Булат Джафар тоже пытался еще до революции учиться в художественной школе, но у него тоже это не получилось по озвученным мной причинам. Вот, ну, да, то есть, повторяюсь, в разных областях работали. Тот же Фаик Тагиров, в том числе с театром работал, и вот известный театральный татарский коллектив «Бомба», который действовал в 1925 году, Тагиров с ним активно сотрудничал. Вот в собрании семьи сохранились эскиз костюма, эскиз афиши для этого коллектива. Ну, и вот в собрании музея сохранились эмблемы для этого коллектива, и вот на этом эскизе костюма хорошо видно, как эта эмблема должна была располагаться вот на груди этой белой рубахи, расколотый черный круг, и из него как бы вот этот вот типа красного галстука, да, в то же время некий взрыв, да, всего. Ну и возвращаясь к Курманче. Вот подчеркну, что в первой половине 20-х все-таки вот художников татар было 1, 2, 3 буквально, вот сколько я вам называла, да. Курманче в это время в Москве учился в Хутемасе, учился на живописном отделении, на скульптурном отделении, на графическом отделении, причем у ведущих художников русских, Королева, у Герасимова, Шевченко, Шевердяева. Это его автопортрет как раз московского периода, 22 года. И мы видим здесь, что уже уверенные линии, уже как бы, знание анатомии, умение построить объем, передать там светотени. И не только внешне, но и, так сказать, психологизм образа здесь присутствует. Да? То есть мастерство растет буквально не по дням, а по часам. Ну и вот в 1926 году Курманче возвращается в Казань, возглавляет, он становится заведующим учебной частью бывшего Архумаса, теперь уже художественно-педагогического техникума. И, конечно, продолжает творить сам. В это время, вот в 26-29 годах, он создает целый ряд произведений, я их сейчас покажу, в разных областях, и в живописи, и в графике, и в скульптуре. Причем он фиксирует, воспроизводит, создает образы современные, показывает современную ему жизнь татарского общества, все-таки именно татарского общества, потому что он был художник всецело преданный именно своему народу, своей культуре, но стремившийся развивать и модернизировать эту культуру. Причем он всю жизнь оставался очень верующим, но вот эта вера в Аллаха не мешала ему как бы изображать этот видимый мир, то есть это была больше философия, некая философия, да, чем такая обрядовая сторона. Вот одна из самых знаменитых, наверное, его работ «Сепаратора», то есть тип татарской женщины, и в татарской одежде, в татарском интерьере. В то же время здесь некий такой, как бы сказать, сепаратор, да, то есть это, такая индустриализация, скажем, да, то есть это развитие хозяйства, да, это облегчение жизни, что ли, татарских женщин, татарской жизни общества. Хотя он из жизни, да, то есть это, так сказать, кусок реальной жизни, как на самом деле эта работа полностью сочинена, написана в мастерской, позировала ему актриса татарского театра Нафига Арапова. Но для того, чтобы вот эту подлинность придать, он на самом деле брал одежду, какие-то предметы, просто, так сказать, приносил там из своей жизни, из соседних там домов, квартир, а там платья, платки, ички. Он брал в музее, вот сохранились даже документы, где он в музее запрашивает, так сказать, для работы, вот такое платье, там платок, еще что-то, еще что-то. То есть вот тоже очень интересно, да, вот подход к работе. Да, вот
родился образец работы в скульптуре. Это буквально первая, наверное, одна из первых его работ, «Татар с ведром». Это небольшая такая скульптурка глиняная с ручной росписью. Надо сказать, что в художественно-педагогическом техникуме Урманче наладил работу керамической мастерской. Оборудование из пестрецов, печи, какие-то там приспособления были привезены еще в начале 20-х годов, а Урманче смог наладить это производство, по сути, возродить промысел Пестричинской на базе техникума. И работы студентов техникума выставлялись там на выставках, в том числе в 1927 году, на выставке всесоюзные, посвященные десятилетию советской власти в Москве. Но самое важное, наверное, то, что сделал для татарской художественной культуры, вернее, для развития изобразительного искусства Урманче, это то, что одной из своих основных задач в техникуме он сделал привлечение татарской художественной молодежи в техникум. То есть целенаправленно. Он писал статьи в татарских журналах, таких как, например, «Безнанью», посвященные Казанской художественной школе. Он набирал просто татарскую художественную молодежь, вернее, просто молодежь, обучал ее, так сказать, в школе, в художественной школе, в художественном техникуме. Он не просто статьи писал, он нарисовал такие, как мы сейчас сказали, рекламные такие картинки, которые в тех же журналах печатались. Там татарская молодежь приезжает учиться в Казань и так далее. И вот эта его активная разносторонняя деятельность, она дала свои результаты, потому что именно при Урманче и благодаря его деятельности формируется целая плеяда новых молодых татарских художников. Ну вот, тут несколько имен я назову и их произведения покажу. Это Шакир Мухамеджанов. Эти художники работают и в живописи, но в первую очередь все-таки в графике. Ну, тут мы видим тоже, естественно, влияние Урманче, да, та же вот такая свободная живописная манера, обобщенная. Багаудинов, Мухамеджан Каримов. Но все они, практически все они, обязательно работали и в полиграфии, в книге, в журналах. И это тоже, на самом деле, еще большая такая работа нам предстоит по выявлению всех художников, которые в татарских журналах работали во второй половине 20-х годов, потому что подчас, мы даже не знаем еще ни биографии, не всегда можем расшифровать фамилии. Вот. А тот же Шакир Мухамеджанов стал одним из ведущих художников татарского книжного издательства в 30-е годы. И много книг им было оформлено. Тут был эскиз обложки, один из вариантов обложки книги Бари Даминова «Учись рисовать». Кстати, Даминов был тоже учеником, студентом этого художественно-педагогического техникума из плеяды урманчевцев, скажем так. И, то есть эти художники не только писали картины, рисовали там, рисунки и так далее, они еще и создавали такие теоретические труды, посвященные изобразительному искусству. Тот же Даминов написал несколько книг, посвященных методики рисования, методики полиграфского дела. Гат Юсупов, еще один автор, художник, тоже писал книги на эту же тему. То есть шла такая планомерная работа по пропаганде изобразительного искусства и по внедрению методик рисования. А вот вышла эта книга Даминова уже с другим вариантом обложки, да? Такой тоже очень интересный вариант. Гат Юсупов, например, обложка книги Карима. Надо сказать, что 30-е годы они стали таким переломным, тот же Гат Юсупов, переломным для татарского изобразительного искусства, переломным периодом.
потому что изменилась направленность идеологии советского государства, вот та свобода, которая свобода выражения художественного и содержательного, потому что на самом деле достаточно свободно они могли, вот художники начала 20-х, создавать свои произведения. В начале 30-х, вернее, уже с конца 20-х начинается давление. В 1932 году выходит постановление ЦК ВКПБ о творческих организациях, запрещается вот это вот разнообразие художественных союзов, создается один единый союз, которому дается определенная установка на работу в одном стиле, в одном направлении, освещенным, скажем так, сверху партийными руководителями, то есть стиль соцреализма начинает формироваться. И все это вот очень негативно сказывается на такой свободе самовыражения, на развитии изобразительного искусства, особенно вот в республиках. Тут можно разнообразные, конечно, теории выводить, почему именно вот в Татарстане как-то очень негативно это все сказалось, потому что художники стали уезжать, вот это давление как-то активнее сказывалось на художниках, художники стали уезжать из Казани, художники как русские, так художники татарские, например, тот же, началось с того, что Манча был просто арестован, с 1939 года находился на Соловках, и только благодаря его ученикам, тому же Мухаммедше Каримову, сохранились его работы, все, я заканчиваю, да, его работы вот в 20-х годах. Многие художники татарские, тот же Красильников, Тагиров, в середине 20-х уезжали в Москву продолжать образование, получать высшее образование, потому что вот Архумас был преобразован в технику, художников не осталось возможности получать высшее образование, они уезжали, возвращаться сюда не могли, здесь они уже не были нужны. Это были художники формации такой авангардистской, здесь уже наступили новые иная реальность стала формироваться. И вот, к сожалению, в 30-е годы получился такой провал. Вот. И возрождение начинается, по сути, уже только после войны и связано уже с другими процессами, скажем так. Спасибо. Я позволю маленький вопрос. Если мы говорим про ландшафт, мы можем как-то обозначить вот эти точки именно в Казани, которые связаны вот с искусством, с книгой. Вот книга несколько раз у нас звучала, я так понимаю, что это вообще можно и как символом советской эпохи назвать. В этом смысле очень эксперименты были интересные, потому что сама графика подсказывала, да, какие-то другие варианты, и в этом смысле в Казани был интересный процесс. Вот какие бы вы такие точки в ландшафте Казани еще? В ландшафте вы имеете в виду архитектуру, то есть какие-то мы символически могли с этим, да? Понятно, в первую очередь это здание бывшей Казанской художественной школы, где сейчас расположено Казанское художественное училище. Это тот самый Архумас, средоточие, по сути, всех этих авангардистских экспериментов. В то же время, конечно, так воссоздат, где издавались эти книги, хотя был не только так госсоздат, было несколько, так полиграф тоже, это был тоже один из центров, кстати, в начале 30-х там еще достаточно активно развивалась такая конструктивистская и даже националистская, я бы сказала, книга, но это тоже уже отдельный разговор. Причем, да, вот тоже интересный момент, связанный с новотатарской слободой. В 30-м году в Татполиграфе появился выпускник полиграфического факультета ФТМАСа Николай Иванов, который внедрял в производство такой акцидентный набор, такие современные методы, так сказать, набора, вывора, применения. В общем, использовали чисто таких
типографских методов для создания такой нового облика книги. И он к этому делу подключал еще и рабочих, типографов-наборщиков, и вот одним из самых талантливых учеников, можно сказать, и последователей, лучше сказать, был Рахим Мухуддинов, живший как раз в Плетенях, там есть у меня его адрес, но об этом человеке мы знаем несколько его работ в области книги, но, к сожалению, не знаем, как сложилась его судьба. То есть вот нет, у меня не смогла найти о нем никаких. Ну, будем стараться искать и дальше, да, хотя я посмотрела там полиграфские документы, ну, прослеживать его судьбу. Интересно. Когда обратите комментарий, пожалуйста, короткий, потому что тайм. Да, вот. Да, и по поводу все-таки ландшафта я хочу еще сказать, да. Еще очень важно то, что в эти годы стала формироваться новая архитектурная среда. Уже с второй половины 20-х годов стали создаваться здания в стиле конструктивизма, в том числе на территории Новотатарской слободы, и помимо вот этой водонапорной башни, это, например, был и ремесленное училище, которое сейчас совершенно безобразно обшито Америками. Это старое еще Шахтарская китайская. Ну, в 30-х годах там никто даже не опознает. Ну да, к сожалению. И старая пятая больница, это уже как раз Новотатарская слобода, да, то есть сформировались такие вот здания. Я вот хотел узнать, что, во-первых, вот в книге Шаржевской единственное место про татарское, у него про дом печати. Там прям четко указано, что раньше типографии были раскинуты по всему. И там вот была проблема с печатью, потому что все арабские были, да, когда только перешли в латиницу. Это как раз 29 год, сразу прям делает этот проект, и, собственно, символ латиницы является дом печати. Это вот такой. У меня в связи с этим, собственно, вопрос, вот вы говорите, да, вот 30-е годы. Можно ли сказать, что с переходом с арабской графики, да, там, Уфи, который Тагиров использовал, да, что графически, когда они перешли в латиницу, как бы там, может быть, что-то изменилось вот в этом плане? Ну, естественно, это как бы сильно изменило вот облик татарской книги, потому что ушла такая многовековая культура арабской графики, но, тем не менее, национальный, на мой взгляд, момент не ушел, он продолжал просто развиваться в других формах. Ну вот, это, кстати, вот один из примеров азбука Фаика Тагирова вместе со своей сестрой он разрабатывал, да, она очень интересная. Ну, вот, например, вот этот плакат тагировский «Читать умеешь», тоже как бы реклама Яналифа, да. Вот мне кажется, здесь вот это вот мышление национальное очень интересно воплотило, потому что все-таки основа этого мышления вот татарского национального такое, ну, абстрактное мышление, да, то есть они мыслили не изобразительными образами, а какими-то вот формами. И Тагиров здесь он очень хорошо это все, как бы, на мой взгляд, воплотил. И так очень интересно, он, конечно, тоже играет. Справа арабская графика, это та же самая фраза «читать умеешь», вот арабская графика, причем такая усложненная, тут многие даже специалисты не могут прочитать, потому что они так стилизовали, что как бы вам, конечно, лучше судить, чем мне. И вот здесь такая ясная, удобно читаемая латинская надпись, да? Здесь вот это, использование вот этих абстрактных геометрических форм, квадратиков, которые заставляют нас, зрителей, как бы вести свой взгляд вот туда вниз, да, и здесь вот обложка журнала «Яналиф» с эмблемой этого Яналифа на фоне вот такого золотого солнца, можно сказать, то есть он подводит нас чисто зрительно, визуально вот к тому, что читать нам вот, на чем, на Яналифе, да, и вот это вот как бы решим. То есть для молодых художников, конечно, это был шаг вперед, это был такой прогрессивный, воспринималось как прогрессивное явление. Кстати, тот же Тагиров активно занимался изучением психологии зрительского восприятия. Так, ну вот, извините меня. Что мы тебе дадим эту штуку, будешь листать дома. Что? Если мы это выложим, окей, давай. Я все смотрел, давай. Спасибо. Мы приглашаем. Можно вопрос маленький? Меня интересует все-таки
изображал, ну вообще практически изображал людей, его последователи тоже. Вообще в мусульманстве вообще можно изображать людей? Можно. особенно женщин? Можно. На самом Потому что в деле, основном говорят, что нет. нет, на самом деле в Коране нет запретов. Я слышала, что на подводных камнях нельзя изображать. Да, нельзя изображать объект, который связан, собственно, с религиозным культом как таковым. Да? То есть, в принципе, в исламе нет такого запрета. И мы знаем много стран, где изобразительность существовала, там, в Центральной Азии. Но у нас был такой ислам, в котором этот запрет существовал. У нас была такая форма ислама. Да? Поэтому мы как бы так вот немножечко были сужены. Но на самом деле любое ограничение сейчас дает возможность немножко более так, изощренно реализовываться вот в этих узких границах. Спасибо огромное.